первую очередь, как вы восприняли эту новость, приезд Лукашенко в Абхазию? Я воспринял его, естественно, так же, как и, я уверен, абсолютно все граждане нашей страны, с чувством глубокого удовлетворения, с энтузиазмом, поскольку приезд столь высокого гостя свидетельствует о том, что мы на верном пути, что наши отношения имеют тенденцию к укреплению, к развитию. И я совершенно согласен с мнением президента Абхазии Аслана Бжания о том, что, может быть, не забегая вперед, однако мы уже сегодня закладываем серьезную основу, фундамент нашего общего сотрудничества. Это самый главный вывод, который приходит в первом приближении на ум. Но как дальше развивать эти отношения? Судя по всему, мы на новом этапе развития наших взаимоотношений между странами. Разумеется, и эти решения диктует само время, в котором мы находимся сегодня, когда происходят тектонические, по сути, изменения в общественном, в мировом миропорядке, когда складываются новые союзы, складывается новая архитектура сотрудничества, новая архитектура контура безопасности. На фоне продолжающегося этого парада безумия, который демонстрируют западные лидеры, когда мы являемся свидетелями совершенно нерациональных действий, абсолютно контрпродуктивных мер, которые предпринимаются только лишь для того, чтобы ослабить Российскую Федерацию, нашего стратегического партнера Республики Беларусь. Конечно, на этом фоне особое значение приобретает возможность сотрудничества, новых конструкций, новой архитектуры, нового партнерства. И я уверен, что в этом партнерстве России, Белоруссии, иных стран, в том числе стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, постсоветского пространства, Абхазия в состоянии занять свое достойное место. Если конкретно поговорить об экономическом сотрудничестве между нашими странами, в каких сферах мы могли бы развивать более тесные отношения с Абхазией и Белоруссией? Я убежден в том, что мы можем быть прогнозируемыми, надежными торговыми, экономическими партнерами. Небольшой Абхазии есть что предложить на внешний рынок, и есть много позиций, в которых Абхазия нуждается. В том числе те позиции, которые Беларусь с ее развитым народным хозяйством, с очень современной, модернизированной аграрной сферой может предложить нам. Я думаю, что не секрет, в продолжении нескольких лет продолжаются неофициальные контакты представителей истеблишмента Абхазии, Белоруссии. Естественно, это делается при одобрении Российской Федерации, в том числе и торговое представительство в свое время предпринимало такие усилия. Мы общались с теми структурами, теми руководителями, которые отвечают за экономическую, торговую сферу в Республике Беларусь. Сегодня также многие вопросы стоят на повестке, ждут своего решения. Это и по поставкам отдельных групп товаров в обе стороны. Кроме того, мы в свое время предложили создание торгового дома «Абхазия» на территории Республики Беларусь в Минске. Я думаю, что мы продолжим эти усилия по реализации данного проекта. Считаю, что это было бы очень правильным и продуктивным. Думаю, что сам факт того, что произошла встреча между Александром Лукашенко и Асланом Бжания в Писунде, свидетельствует о том, что мы можем начинать более активную фазу такого сотрудничества. Для этого просто нужно будет мобилизоваться и принимать быстрые, нетривиальные, экспертно выверенные, обоснованные решения. Думаю, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы посотрудничать в экономической сфере. Абхазия может предложить свои курортные возможности. Наш туристический потенциал весьма высок. Сегодняшний сезон, который еще не закончен, посмотрите, вокруг очень много туристов, которые находятся до сих пор. Сегодня у нас с вами конец сентября, но до сих пор много туристов. Абхазия может предложить свои рекреационные возможности, свой туристический потенциал. Это может быть интересно и нашим гостям из Республики Беларусь. Уверен, что они с удовольствием отдохнут на курортах Абхазии. Это и сотрудничество в аграрной сфере, и иные направления нашего сотрудничества. Для этого стоит просто активизировать наши совместные усилия, экспертные усилия наших чиновников, поскольку такая встреча руководителей, она открывает определенный оперативный простор для подобной деятельности. Думаю, что в этом направлении надо действовать. Есть же примеры хорошие сотрудничества, есть планы по
активизации работы межпарламентской группы Россия, Беларусь, Абхазия, депутаты парламента Абхазии, депутаты Государственной Думы и парламента Республики Беларусь, как я понимаю, будут наращивать усилия по сверке часов, по консолидации своих действий в межпарламентской сфере. То же самое может происходить и на, так сказать, на почве внешнеэкономического, внешнеторгового сотрудничества. Абхазия с ее серьезным транзитным, транспортным, логистическим потенциалом может представлять серьезный интерес в этом направлении. Думаю, что в ближайшее время встреча президентов придаст импульс этим процессам. Очень на это надеюсь. Но надо сказать и о реакции Грузии. Она уже последовала. Они, конечно, негативно на это все реагируют, но может ли Белоруссия пойти на то, что ухудшатся отношения между Белоруссией и Грузией, вот пожертвовать этими отношениями? Я прежде всего хочу сказать, что реакция Грузии, она вполне предсказуема. Она такой и будет еще длительное время. Я уже говорил об этом не раз в различных интервью, что пока Грузия, ее истеблишмент, ее политическое руководство не избавится от своих фантомных болей в отношении Республики Абхазия, ситуация в этом плане не изменится. Однако это не самое главное, на что мы должны обращать внимание. Мы должны делать то, что составляет интерес развития нашей страны, развития наших партнеров, наших партнерских и дружественных стран. А таковой, естественно, является Республика Беларусь, разумеется, в союзе с Российской Федерацией. Я хотел бы сказать о том, что нам стоит наращивать усилия, не обращая внимания на побочные процессы, наращивать свои усилия в направлении освоения евразийского пространства. Абхазия должна занять свое место в этом векторе развития, в евразийском векторе развития. Я думаю, что Абхазия со временем при определенных правильных решениях может стать серьезным, надежным, прогнозируемым участником процессов, которые происходят на евразийском пространстве. Несмотря на всю ту турбулентность, которая сегодня существует в мире в связи с ситуацией на Украине, я убежден, что мы должны двигаться в этом направлении, не обращая внимания на действия третьих стран, которые пытаются помешать этим процессам. У нас свой путь, который мы избрали и который мы должны реализовать и реализуем обязательно в содружестве с нашими партнерами, с нашим стратегическим партнером Российской Федерации, с дружественным государством Республика Беларусь. Я не хочу забегать вперед также, но думаю, что нам стоит думать о том, чтобы серьезно приблизиться к идее присоединения к союзному государству Российской Федерации и Республики Беларусь. И здесь я хочу сказать о тех иногда фобиях, которые существуют в обществе. Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации – это очень жизненный, очень перспективный формат для присоединения Республики Абхазия. Ведь союзное государство Беларуси и России существует уже длительное время и подчеркивает, что две страны, не поступившись своим суверенитетом, приобретают только большую возможность дополнительных плюсов, дополнительных преимуществ. Это взаимное поощрение торговли, взаимное поощрение экономической активности, инвестиционное сотрудничество, при этом сохраняя все атрибуты и всю суть, которая присуща независимым государствам. Я думаю, нам стоит двигаться именно в этом направлении. Конечно, стоит разъяснять нашим гражданам, в чем состоит суть, в чем состоит идея подобных действий, но нам необходимо продвигаться в данном направлении. Я еще раз подчеркиваю надежду, что вот сегодняшняя встреча двух лидеров государств, она открывает перспективы для подобного сотрудничества, для подобной реализации наших совместных усилий. Олег Мсасович, граждан Абхазии волнует не сама идея союзного государства, а статус Абхазии в этом государстве, поэтому эта тема такая большая для обсуждения, но сегодня очень многие, которые услышали о том, что Лукашенко приехал в Абхазию, ждали новостей других, последует ли признание. Вот на ваш взгляд, приезд Лукашенко в республику, в непризнанную пока Белоруссию республику, можно ли ожидать в ближайшем времени, последует ли признание, на ваш взгляд? Должно ли? Я не хочу заниматься, так сказать, разгадыванием ребусов, но хочу сказать, что в современной политике возможно все. Нам опыт последних, так сказать, дней, месяцев диктует совершенно особенную логику развития событий. Ни от чего не стоит зарекаться. Я очень надеюсь, что сегодняшний приезд сделает признание Республики, государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны Республики Беларусь более реальным, более возможным.
Надеюсь, что мы все вместе приблизились к этой задаче, к решению этой задачи. Я думаю, что, как и многие, как практически все жители нашей республики, мы на это надеемся и ждем этого. Однако я еще раз подчеркиваю, что для того, чтобы это состоялось, необходимо очень кропотливо, целеустремленно работать. И экономическое взаимодействие способно в этом плане заложить очень серьезный фундамент для вот подобных решений. Ну и отсутствие признания не является преградой для развития экономических отношений. Безусловно. Иногда мы видим такие примеры, то, что произошло, допустим, с Сирийской Арабской Республикой, когда взаимная работа, общение на уровне бизнеса, на уровне гражданского общества, на уровне активистов внесло свою лепту в конечном итоге в сам факт признания государственного суверенитета.